Разрешите, пожалуйста, мне сделать обзор брайлевской литературы, поступившей в фонд нашей библиотеки. То есть я сделаю обзор на приложение журнала «Литературные чтения». Вот я из всех приложений выбрал только самые, я так думаю, что самые интересные статьи из этих книг я для вас сделаю обзор. Я вам, конечно, хотел в первую очередь предупредить, что наши книги, они к нам идут, как так сказать, с опозданием, поэтому я сделаю обзор. Этот обзор, то есть эти книги, они поступили, то есть в 2020 году эти книги поступили. То есть я сейчас взял журнал, называется «Молодежный форум», выпуск номер 3, книга 1. То есть этого журнала, да, первую книгу я взял. Теперь я в этом журнале хотел вам рассказать, сделать обзор статьи. Статья называется «Кто или что такое чупакабра?», да? То есть вы слышали о таком животном, называющемся чупакабра, да? То есть это животное появлялось в различных точках земного шара. То есть это загадочное животное, которое якобы вредит домашнему скоту. То есть в основном зачастую приносит вред фермерскому хозяйству. Чупакабра с испанского языка переводится как «сосущая кровь коз». Вот такой перевод имеет. Но как интересно, никто об этом, это животное не видела, но все ее описывают по-разному. И что интересно, ее описывают по старым источникам, да, то есть кто-то это якобы видел в 18 веке, кто-то в 16 веке, только у них описания, вот такие описания. Ну а также все только основываются на этом. Но что интересно, никто не видел это животное. И предполагают, что это как бы биологический мутант. То есть якобы он сбежал с какого-то лаборатории, в общем. Об этом рассказывается в этой статье. Но, конечно, вы сами об этом животном не раз слышали. Теперь я перехожу к следующему журналу литературного чтения, то есть к следующему приложению. Это называется журнал «Знание». Тоже это выпуск номер 3, книга 1. Книга 1. В этой книге, сейчас я прочитаю статью. Статья называется «Как заводы стали офисами». Здесь рассказывается о приватизации заводов, фабрик в России, да, но также приватизация, конечно, коснулась и нашей страны, Казахстана, и также стран постсоветского пространства. Здесь рассказывают о том, что все заводы после того, как были приватизированы, они превратились в офисы, то есть начали отдаваться в аренды различным компаниям, там, фирмам, вот так далее. Где-то даже они превращались в общежитие. Вот об этом рассказывается. Но здесь рассказывается, то есть статья в основном рассказывает о том, что при царе Петре Первом приватизировались заводы убыточные. То есть в основном они передавались в приватизацию. А в нашем случае, то есть 90-х, 2000-х, это в основном зачастую были приватизированы гиганты. То есть в том плане, что они были очень промышленные. То есть вот. Об этом рассказывается. Теперь перехожу. Так, этот номер тоже
журнал «Знания». Это уже как бы третий номер, то есть книга третья, а выпуск тот же. Так, теперь здесь я выбрал одну статью. Эта статья, конечно, называется, то есть очень интересная статья. Эта статья называется «Пути цивилизации» называется. Но мне эта статья, она понравилась тем, что в этой статье рассказывается о том, что как бы в наше время, в современном мире, да, секс, то есть, становится как бы не главным. То есть, что интересно, людям стало неинтересно, в общем, заниматься сексом. То есть, при этом здесь как бы приводится молодые от 19 до 30, приводятся примеры. Но также, что интересно, сексуальный спад пошел даже у мужчин, также у женщин. При этом в этом журнале, вы сами прочтете, указываются все возрасты, то есть от 18, там сколько процентов там люди перестали заниматься, как сказать, этим приятным удовольствием. Также даже приводятся некоторые медицинские, то есть медицинские, в общем, эти моменты приводят в пример. Поэтому, уважаемые читатели, это как бы вы сами можете делать вывод, правы ли исследователи данного вопроса или не правы, будете делать сами. Но просто я как бы вам сделал обзор для вас эту статью. То есть она очень интересная, рекомендую вам прочитать. Но также все эти номера, также все приложения, они все очень интересны. Много статей, рассказывается много о жизни известных людей. В общем, очень много интересного. Можете сами прочитать. Спасибо за внимание. До следующих встреч.